Сегодня мы рассмотрим число имен существительных. Существительные бывают единственного числа и множественного числа. Единственное число возьмем слово «дом». Во множественном числе «дома». Окончание «а». Возьмем слово «торт». Во множественном числе торты. Окончание «ы». Следующее слово «книга» в женском роде. Окончание «а». А во множественном числе «книги». Окончание «и». Средний род возьмем слово «окно». Окончание «о». А во множественном числе «окна». Итак, мы с вами рассмотрели те существительные, которые имеют и единственное, и множественное число. Мы с вами рассмотрели, что во множественном числе эти существительные имеют окончание «а», «и», «и», «море», «моря». Значит, вот такие окончания, ребята, запомните. А сейчас мы рассмотрим те существительные, которые употребляются только в единственном числе. Это какие существительные? Это те существительные, которые обозначают вещественное значение. Вещественное значение. Это сахар, масло, кефир, молоко, так, еще, значит, какие существительные употребляются в единственном числе? Слова, которые имеют отвлеченное значение. Отвлеченное значение – это слова дружба, любовь, краснота. К ним еще относятся собирательные существительные. Собирательные существительные. Это когда один ученик – ученик, а когда их много – ученичество. Студент – студенчество. И слово «листва». К этим существительным относятся еще имена собственные. Например, Кавказ, Урал, Крым. Ребята, я надеюсь, что вы запомнили, что эти существительные употребляются только в единственном числе. А сейчас мы с вами рассмотрим существительные, которые употребляются только во множественном числе. Это какие существительные? Это те существительные, которые обозначают парное значение. Парное значение. Это слова очки, ножницы, брюки, шорты и так далее. К ним можно еще отнести такие слова, как чернила, именины, каникулы. Итак, мы сегодня, ребята, рассмотрели число имен существительных. Мы узнали, что во множественном числе они имеют окончание «а»,
и, я, и. И рассмотрели те существительные, которые употребляются во множественном числе. Все существительные, которые употребляются во множественном числе, они не изменяются. Просто нам нужно запомнить. Запомните, ребята, что существительные множественного числа не изменяются ни по родам и не склоняются. Так, ребята, мы сегодня с вами рассмотрели тему единственное и множественное число. Я надеюсь, что вы запомнили и сможете их применить при написании различных сочинений, диктантов и других письменных работ.